уважаемые коллеги! Мы очень рады приветствовать вас на очередном заседании учебно-методического объединения по программам среднего профессионального образования. Я хочу напомнить, что месяц назад мы провели первое заседание в этом учебном году. Мы обозначили важные стратегические задачи, которые сегодня в системе образования Российской Федерации рассматриваются именно как задачи, которые сегодня направлены на повышение качества образования именно в системе среднего профессионального образования. Мы обсудили вместе с вами роль системы среднего профессионального образования в реализации национального проекта образования и приняли решение, что, исходя из самой важной задачи для нашего республиканского объединения, а это задача, которая связана именно с включением каждого педагогического работника именно в национальный проект образования, мы, конечно, запланировали отдельное заседание, отдельную встречу с вами по представлению плана работы учебно-методического объединения на учебный год. Поэтому сегодня, уважаемые коллеги, мы с вами работаем в онлайн-режиме, но сразу хочу вас проинформировать, что сегодня Вера Павловна, председатель нашего учебно-методического объединения, представит план, он проходил долгое обсуждение. А далее, уважаемые коллеги, у нас будет несколько видео-включений по тем вопросам, которые актуальны, и еще одно видео включение у нас будет представлено именно уже в нашем профессиональном видеозале, где мы представим информацию о федеральном мониторинге общих компетенций студентов среднего профессионального образования. Поэтому, уважаемые коллеги, итак, мы сегодня работаем в онлайн-режиме, и далее полноценная запись будет каждому члену нашего ОМО представлена для того, чтобы вы посмотрели, обсудили в своих коллективах и приняли важные решения. Но теперь, наверное, самое главное, Вера Павловна, вам слово для того, чтобы представить план работы. Ну, уважаемые коллеги, значит, план работы, значит, разработан. Я на прошлом заседании обозначила основные, так сказать, болевые точки тех проблем, которые мы с вами должны обсудить, и попросила, чтобы вы, подумав, представили предложения для обсуждения. Но, по-видимому, настолько понравились мои предложения, что, в принципе, никаких предложений по плану работы Республиканского учебно-методического объединения по программе среднего профессионального образования, в общем-то, не было. Одно было предложение, и то оно было как раз в рамках тех направлений работы, которые я указала. Значит, итак, самый большой вопрос, который я предлагаю для обсуждения, это все, что связано с изменениями в федеральном законодательстве по разработке ОПОП. В сентябре 2021 года вы должны перейти уже разработать новые основные профессиональные образовательные программы, в которых бы мы учитывали требования профессиональных стандартов, ФГО среднего общего образования, требования ФГО среднего образования и воспитательной работы. Большой был вебинар по составлению рабочих программ воспитания в структуре ОПОП, вы, наверное, его слышали. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы мы с вами обсудили структуру этой рабочей программы воспитания в структуре ОПОП, потому что она должна быть разработана для каждой специальности, для каждой профессии. И поэтому я разбила эту тему на две составляющие, потому что они очень большие. Это первое, это нормативные методические документы, регламентирующие разработку ОПОП СПО, и сюда же включила структуру ОПОП СПО. Там действительно очень много изменений, связанных
именно со структурой АПОП. И мы должны с вами разработать актуальные рекомендации для структуры АПОП, чтобы к 1 сентября вы уже смогли разработать, начиная с апреля, разработать, значит, основные профессионально-образовательные программы. И второй вопрос, это, так, первые нормативно-методические документы и структура АПОП я предполагаю, что мы будем с вами рассматривать в феврале, дабы у вас было время для размышления. И рабочую программу воспитания в структуре АПОП мы с вами рассмотрим в марте. Я жду предложений по участию в разработке этого вопроса. Если предложений не будет, я просто-напросто, руководствуясь тем, что у меня есть соответствующие полномочия, я назначу ответственных исполнителей. Дальше поступило, правда, по телефону предложение, но я его тоже обозначала, это предложение, по дистанционным образовательным технологиям. Нам нужно обобщить опыт работы, поэтому я, значит, в апреле хотела бы заслушать вопрос обучения в цифровой образовательной среде как новая возможность организации учебного процесса профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования Республики Коми. Здесь хотелось бы рассмотреть варианты организации дистанционного образования, накопленный опыт нашими образовательными организациями среднего профессионального образования. Как раз предложение и поступило о том, что неплохо было бы пообщаться вот по этому направлению. И еще один вопрос, который хотелось бы мне услышать, вернее рассмотреть, это использование полученного опыта после того, как мы с вами пообщались, поработали дистанционно с нашими студентами. То есть какие аспекты дистанционного обучения могут быть востребованы в режиме уже, когда мы выйдем из режима так называемой самоизоляции. Да? То есть вот так, как мы сейчас работаем. Где мы этот опыт сможем применить? И этот вопрос мы с вами рассмотрим в апреле, обсудим в апреле и установим эффективные варианты организации дистанционного обучения. Кроме этого, также было предложение, я его включила на май, это возможности профессиональных образовательных организаций СПО Республики Коми при реализации федерального проекта «Молодые профессионалы». Как раз у нас будет уже достаточно большой опыт по созданию мастерских в наших профессиональных образовательных организациях. И все те 4 организации, которые уже наладили работу мастерских, и, по-моему, 2 организации, которые начнут создавать мастерские, мы, значит, попросим поделиться опытом, и я думаю, что у нас будет даже сборник публикаций по обобщению опыта по работе вот данных мастерских, и также я думаю, что здесь можно будет обсудить и грантовую работу по участию в грантах Союза «Молодые профессионалы». Ну и итоговое заседание, я думаю, проведем в июне. Здесь я отчитаюсь как председатель РУМО. Возможно, какие-то дополнительные вопросы мы с вами рассмотрим. И таким образом мы завершим наш с вами учебный год работы нашего Республиканского учебно-методического объединения. Значит, сам план работы методического учебно-методического объединения будет расположен на сайте КРИРО. Значит, я еще раз повторяю, что жду предложений по участию коллег всех. Можете несколько образовательных учреждений себя как ответственный исполнитель занести в план работы. Но через недельку уже я обозначу, кто у нас будет отвечать вот за те вопросы, которые я здесь озвучила. Спасибо. Спасибо, Вера Павловна. Уважаемые коллеги, я в качестве профессионального модератора задаю вам вопрос. Может быть, возникли какие-то рекомендации, потому что я знаю, что шло активное обсуждение в течение месяца, действительно, и в рамках нашего онлайн-подключения, и по электронным адресам наших сотрудников уточнялись, как можно
включить предложение в план. Мы понимали, что система выстроена, коммуникации, но, возможно, сейчас у кого-то возникли еще какие-то предложения. Да. Поэтому, уважаемые коллеги, если есть возможность, а вы, напоминаю, сейчас в онлайн-режиме, поэтому вы в чате можете вопрос задать, может быть, обозначить вашу позицию, что да, это важный вопрос и готовы рассматривать. Либо, может быть, обозначите, что еще один вопрос, да, хорошо бы рассмотреть, и мы готовы взять, например, на себя ответственность за его подготовку. Поэтому, коллеги, конечно, у нас Республиканское методическое объединение – это пространство, которое позволяет нам включаться в обсуждение. Несмотря на то, что мы работаем в онлайн-режиме, платформа, на которой мы работаем, она позволяет нам выстроить эту коммуникацию. Поэтому хотелось бы, коллеги, какую-то обратную связь. У нас сейчас, коллеги, 10 подключений. Почему 10? Потому что действительно в настоящее время мы обратили внимание, что запараллелим несколько процессов. Почему? Поэтому, коллеги, мы хотели уделить именно вопросу плана особое внимание, чтобы получить обратную связь. Коллеги, это нам очень важно. Что вы думаете в настоящее время о плане? Какие есть предложения? Поставьте плюсики, что вы нас слышите и согласны с данным планом. Его надо утвердить, и многие члены нам уже дали согласие, да, что он утверждается. Поэтому, коллеги, от вас, кто с нами работает в онлайне, обратную связь. Коллеги, можете в чате написать, что да, согласны. Коллеги, согласны, спасибо, да. Угу. Коллеги, можно плюсики, что да, мы проводим. Спасибо, коллеги, подключайте. Да, Ирина Викторовна, спасибо большое. Может, кто-то еще к нам подключится. Угу. Галина Владимировна, да. Просто вот те вопросы, которые я поставила, да, я могу сказать, что дело в том, что аккредитация у нас не проходила, да, у коллег, которая была запланирована в 2020 году. И сейчас все процедуры аккредитации будут проходить в 2021 году. И вот те, кто будет аккредитоваться, начиная с сентября, вот как раз вот эти вот вопросы, они будут... Конечно. Да. И также вопросы федерального, связанные с качеством, да, Федеральной службы по надзору, по качеству, они тоже будут рассматриваться. Если это в сентябре, то в сентябре уже вы должны будете представить новые программы, новые, значит, возможно, дистанционное обучение у вас будут рассматривать. Тогда вот поэтому хотелось бы эти вопросы действительно рассмотреть и обобщить опыт. Спасибо. Уважаемые коллеги, именно этот вопрос для нас являлся основным, самым важным, поэтому, коллеги, мы сейчас принимаем решение, что мы утверждаем план работы на учебный год с пониманием, что именно ваша активность и позиционирование участия вас как членов, педагогических работников в наших заседаниях является очень важным посылом для объединения всех наших профессиональных усилий. Уважаемые коллеги, это очень важно. Поэтому, Вера Павловна, я думаю, что мы сейчас дадим возможность уже перейти ко второму вопросу. Да. Наверное, может быть, мы рассмотрим функционирование мастерских. Да. У нас, коллеги... Да, тогда вы представьте, а я прокомментирую, каким образом мы хотим вам сегодня его представить. Значит, вопрос функционирования мастерских по компетенциям среднего профессионального образования, открытых в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования, нам должна доложить Межгородская Ирина Александровна, методист и преподаватель, методист КРИРО и преподаватель Сыктывкарского политехнического техникума. Да, да, уважаемые коллеги, Вера Павловна, спасибо большое. Вот то, что мы запланировали в плане работы, что так или иначе мы будем представлять опыт открытия и уже функционирования мастерских
Поэтому нам очень важно, что такую работу мы начинаем именно с сегодняшнего заседания. Коллеги, я прошу подключиться. Если будут вопросы, у нас видеоматериал. Можете задавать вопросы, мы на них ответим. Сегодня Ирина Александровна работает с нами в офлайн режиме. Пожалуйста, подключайте. Да, добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Небольшие у нас проблемы со связью сегодня не дают нам активно поработать. Уважаемые коллеги, я напоминаю, что Вера Павловна обозначила, что эта тема будет продолжена уже в мае. Коллеги, которые открыли мастерские и в рамках системы среднего профессионального образования уже идет оценка результативности многих мастерских. Поэтому, конечно, мы надеемся, что в мае, коллеги, вы уже представите свой опыт работы, и мы, конечно, рассмотрим вопросы, связанные и с проведением демонстрационного экзамена. Поэтому это только такое анонсирование тех направлений, которые будут в дальнейшем рассмотрены. Уважаемые коллеги, еще одно выступление, оно тоже будет через видеозапись представлено. Мы с вами побеседуем о мониторинге общих компетенций студентов среднего профессионального образования. Мы обозначили таким образом, что данное выступление мы подгрузим отдельно, уже в разделе «Профессиональный видеозал», где у нас есть записи всех наших заседаний УМО. Почему? Потому что, коллеги, к большому сожалению, что-то у нас сегодня происходит, что мы не можем даже качественно вам представить на профми видеозапись. Скорее всего, потому что много идет подключений у нас параллельно, у нас еще проходит 3 мероприятия, скорее всего, поэтому. Поэтому, уважаемые коллеги, это заседание является второй частью первого заседания. Как мы говорили, оно состоялось у нас в конце ноября. Поэтому мы предлагаем таким образом. Самое главное, что мы приняли решение, мы план утвердили. Он будет тоже всем представлен. Представлен на сайте Института развития образования в разделе УМО по программе СПО. И, коллеги, там же будет представлена полноценная запись 2 выступлений, которые сегодня у нас в плане. Уважаемые коллеги, вот так мы с вами очень оперативно рассмотрели самые важные вопросы. Да, согласны, спасибо, да, коллеги, что пишете согласны. В этой связи мы встречаемся уже в феврале, время пролетит очень быстро. Ну, а самое важное, что мы хотим пожелать, конечно же, это здоровье и с наступающим Новым годом, радости, счастья и уже до встречи в 2021 году. Вера Павловна, вам тоже слова приветствия. Да, я тоже поздравляю всех от души с наступающим Новым годом. Надеемся, что этот 2020 закончится с ковидом. И 2021 год принесет нам только здоровье, счастье, удачи, хороших студентов, которые будут получать только хорошие результаты. Вы научите их новому, хорошему, доброму профессиям, специальностям и получите отдачу от вашей любимой работы. Всего доброго, с Новым годом! Спасибо, коллеги, до новых встреч. До встречи, до свидания.